Дорогие друзья, сейчас начинается горячая пора у всех садоводов-любителей, у огородников. Все готовят свои участки к будущим урожаям. Как это делает наша собеседница Елена Иннокентьевна Семенова, мы узнаем прямо сейчас. Елена Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы начали заниматься садоводством? Ну, вообще, это очень интересная такая история у меня, да. Я 40 лет была экономистом. Потом в 56 лет я ушла на пенсию, занялась, ну не то что домом, да, просто по воле судьбы как бы. Я занялась домом, вот, в принципе вообще никуда не выхожу я с этого участка. Ну так сложились у меня обстоятельства. И тут еще ударила пандемия. И вот заняться нам нечем, как бы, да, а мы по себе, у нас натура такая, женщины, мы должны за кем-то ухаживать, что-то мы должны предпринимать, что-то делать. И вот тут случайно, как-то осенью 2020 года, это уже была глубокая пандемия, у нас тут сообщество было, там огородников, да, и я попала в группу «Сады Якутии». И наш самый главный сенсей Николай Александрович Кузьмин, и он как бы собрал вот эту группу энтузиастов, кто именно пожелал, и дал клич: давайте будем сажать яблони, они будут у нас расти. И мы, знаете, сразу вдохновенно нашли все контакты и заказали яблони, первые яблони заказали с Бурятии. Мы нашли самые зимостойкие, посмотрели, он был у нас как экскурсоводом, как советчиком был, да, и мы заказали. Вот с этого все началось. В общем, он вам открыл мир яблонь. Да. Так, сегодня у вас на участке растут яблони. Какой это сорт? Ну, яблонь очень много. Я, наверное, больше не садовод, я больше экспериментатор, потому что я уже как бы сказала, что мы, женщины, вот именно вот когда ушли на пенсию, можно сказать, ну, грубо так говоря, да, нас как-то забыли, мы остались не удел, но нам надо за кем-то ухаживать, что-то надо делать. И вот поэтому мы стали заниматься, ну, садоводством. И в основном первое время все одни у нас бабушки, то есть были за 60 плюс, 70-80 лет. Вот. И мы начали как бы заниматься яблонями. И у всех главную свою как бы цель, свою мечту мы поставили, что должны в Якутии зацвести яблоневые сады. Это была наш девиз, наша цель, наша мечта. И мы пошли. Так, на сегодня мы начали отрабатывать с бурятскими питомниками. Бурятские питомники на сегодняшний день делают прививку на нашу сибирскую ягодную яблоню. Это считается самая зимостойкая ягода в мире. Она выдерживает мороз минус 56, минус 60 градусов спокойно, без подмерзания. Не только корневая система, тут плюс еще стебель и ветки. Вот. То есть мы посадили ее в грунт у себя на огороде, и она будет цвести. Да. Вот. Но чтобы яблоня ягодная сибирская, это совсем маленькие ягодки, как брусника. Ну, ягодная так и называется. Мы хотим кушать яблоки хорошие, чтобы они были вот хотя бы в теннисный шар, чуть-чуть побольше, крупноплодные. И вот на эту сибирскую яблоню прививают культурную яблоню. Вот как это делается. Но, друзья дорогие, вот сегодня уже вот такой вот куст, это примерно какого размера он? Так, это уже даже не куст, это деревце, да? Это почти что уже 3 метра почти что его, да? Вот. Это 3 метра? Да. Вот это привой, вот это подвой, да? Это сибирская яблоня ягодная. А вот это пошла уже сибирское золото, сорт сибирское золото. Это полукультурка, яблоки где-то 50-60 грамм. Ну вот такие. То есть это гибридная, да, получается? Нет, это не гибрид. Это, это полукультурка называется. Вот. То есть у нее... То есть она как бы и дикая, но в то же время уже как бы... Нет, корни только дикие. А подвой это уже окультуренный. Вот. Этому саженцу он перезимовал у меня на моем участке 2 зимы. Первую зиму 20 на 21 год мы поступили осенью, он у меня в прикопе положил, мы траншею туда положили, закрыли полностью. Весной я 21 года посадила.
Вот. И он было совсем маленькое. Я потом вам покажу, какие эти бывают, поступают эти саженцы. И вот оно у меня начало расти. В прошлом году он дал интенсивный рост. Я его пустила в несколько стволов. Это, знаете, для эксперимента, скорее всего. То есть на этот момент я вот этот ствол вот пригнула на зиму, да, а этот у меня штамбом остался. То есть вот так растет. Вот вы проэкспериментировали, как выдержит ли наши морозы вот эта яблонька. Ну вот. И смотрим же, ведь смотрите-ка, на сегодняшний момент подмерзания нету. Вот а как понять подмерзание? Вот что значит подмерзание? Вот, друзья, да. Вот. Ну, почки пока еще, вот видите, пошел пушок. Вот это пушок, это говорит о том, ну, это не говорят, вот некоторые говорят, что заплесневело. Это не заплесневело, это вот пушок, это яблоня начинает просыпаться. Видите, у него пушок пошел. Потихонечку, вот. Да. Это появился у нас. Видите, это вот это называется плодовая ветка, плодовая почка. Она должна у меня в этом году зацвести. Я ее жду. Я жду цветения. А где плоды появятся? Здесь? Здесь же. Прям вот здесь. Вот. И она будет у меня как бы дальше идти. Ну вот будем смотреть. Я очень жду. Видите, они пошли в рост, и я жду очень. Этому деревцу получается сколько лет? 2 годика? Нет, это уже ему уже 4 года. 4 года. Этот возраст растений, вот яблонь, да, считается по количеству перезимовавших зим. Вот, перезимовавших зим. То есть сперва сажается яблоня дикая, потом осенью на нее прививается культурный, как говорится, окулировка делается, почка культурная. Вот она прирастается, а потом уже на следующий год она уже вырастает до определенного, там, метр, 80 сантиметров. Ее потом уже идут на продажу. А вы покажете сегодня, как можно окультурить яблоньку дикую? Ну, или только теоретически можете показать? Я вам теоретически скажу, да. Ну, слишком на черенок я не пробовала. В прошлом году я пробовала на окулировку, мы делали. Окулировка я вам покажу. Окулировка у меня хорошо прошла. Я ездила в Что такое окулировка? Ну, это окулировка, это прививка на почку. Есть несколько видов. Есть на черенок, вот это вот здесь отрезается и черенок другой яблони делается. А мы делаем на почку здесь, вот в конце, здесь, да, вот после подвоя, мы вот эту почку живую на сорте вырезаем и ее там прививаем. То есть вот это делаем надрез и вставляем, да, эту почечку. Там как-то бинтуете или как? Да, ну там получается пленочкой, все закрывается, и она где-то в течение, наверное, месяца, 3 недели точно, она там должна прижиться. А надо как-то смазывать, я не знаю, зеленкой там или чем-то? Ничего не смазываем, мы ничего не смазываем, просто туго-туго заматываем пленочкой. И она вживается? Она вживается. В этот ствол. Там потому что идет сокодвижение, вот эта почка живая, это тоже живая, они приживают, ну как ткань. Ну, растения почти что как люди. Вот. И точно так же они живут точно так же, как говорится. Вот. В этом отношении. Вот эта яблоня, она у меня как эталон, наверное, как эксперимент, потому что, сейчас говорят некоторые сланцем, то есть вот расстилать ее сланцем, просить. А я хочу вот именно на этом примере, на этой яблоне показать, что один я можно не укладывать на зиму. Да, сланцем будет ли расти штамбом. Скажите, вот это вы на зиму, она у вас лежала, прям видно, да, что вы ее наклонили, потом, видимо, чем-то укутали, да, на зиму, как-то вот, чтобы под сугробом ей было тепло, чтобы она не замерзла, да? Да, вот тут немножко вот я вам покажу. Я вот это все оставила. Вот видите, вот такие делаю. Не веревки, а вот именно ткань. Чтобы не прорезать вот эти. Я и вот надевала тут петлю. Так. Вот. И к земле пригибала. Понятно. Вот. И потихонечку я ее гнула. Опускали, да? Да, это начинается где-то с августа месяца. Я начинала ее гнуть. Вот. Чтобы не сломать, аккуратненько, потихонечку. Да? Потом сверху я вот укрывала лутросилом, бросала ткань. Вот. Потом я лутросилом закрыла, она стояла, когда почва полностью вся подмерзла, все как бы, земля уже вся схватилась, я закрыла ее пленкой.
пленочкой закрыла, чтобы тут, ну, знаете, ну, тут чувствует, как мать чувствует, например, когда вот что-то, да, может случиться. Тут точно так же. Поэтому я все закрыла. Сверху я положила еще толстым слоем опилок, чтобы корни сохранить. Вот. И у меня нашла. Но вот этот штамп у меня, который остался у меня внаружи, он у меня тоже зимой покрылся снегом, потому что метели же были. Да. И у меня вот тут у забора вот такая была вода. Снег, то есть, был. Сугроб. Вот. Ну, она хорошо. Земля тут у меня, видите, я ее все спасла. Все потом, когда, ну, 3 дня тому назад, когда все сняла, вот это, да, когда вода вся отошла, я тут, видите, рыла канавки, что подводила, чтобы тут, потому что застой воды тоже не очень категорически хорош. вреден им вреден корням. Они сразу же идет загнивание, выпривание корневой шейки. Елена Кентьевна, давайте, знаете, вот расскажите, пожалуйста, как вы подготовили лунку и какая у вас земля? Она у вас кислая, вы какие-то анализы делали, ну, как раскисляли, если она была кислая земля? Вот что вы делали для того, чтобы подготовить хорошую почву для яблони? Так, ну, я вот, когда сажаем яблони, вот наши плодовые, ягодные растения, которые не нашего климата, да, надо выбирать, чтобы они были закрыты от северных ветров. Поэтому, видите, около забора у меня, я тут выдержала 1,5 метра, вот, ну, чтобы слишком, тут тепло идет, чтобы слишком не было, да, поэтому я по краю поля посадила. Поле у меня тут раньше росла картошка, как бы капуста росла, то есть земля уже более-менее окультуренная была. Но я вырыла яму, посадочная яма была где-то 80 на 80 у меня, и глубиной тоже 80. Вот. Ну, около метра. Где-то вот так, вот, чтобы запомнить. Ну, это можно было и меньше, потому что у меня земля культуренная. Но так как я еще не знала, я поэтому вырыла прямо по инструкции, как пишут в книгах, ну, капитально. Если, конечно, вот на целине надо такие большие, потому что корни у яблони очень большие. И им надо, чтобы они свободно, хорошо росли, чтобы было питание у них. Вот. Я это выкопала, всю землю отсюда сделала. Сверху, конечно, плодородный слой. Плодородный слой у нас всего лишь 10-15 сантиметров. Потом у нас идет суглинок, глина и песок. Вот этот суглинок, глина, я туда добавила где-то ведра 2. Ну, ну, я обычно делаю на глаз, но чтобы структура почвы, чтобы была. Я добавила хороший перепревший перегной. Вот. И когда я яблоню сажала, я сперва на одной яблоне, то есть яму я это вот все выкопала. Туда я верхний слой землю я положила вниз. Там еще у меня дренаж есть. В качестве дренажа у меня есть керамзит, я туда положила. Яблони застой воды совершенно не любят, не выносят. Я там где-то сантиметров, наверное, 3-4 у меня керамзит. Потом я сверху сбросила, вниз на самый, бросила первую землю, вот эту плодородную. А сверху у меня пошла вот глина, суглинок и плюс перегной. То есть вы все перемешали? Все перемешала, туда все положила, добавила. Я тогда на тот момент добавляла, было удобрение специально для плодово-ягодных деревьев. Я его покажу, я его сюда добавила. То есть мы вначале, когда сажаем, да, мы делаем фундамент на долгое время. Яблоня, это у нас, ну, она растет до 50 лет. Есть и до 100 лет, которые... Ну, в нашем климате, конечно, нет, но поэтому нам надо сделать фундамент, заклад хотя бы лет на 8-10. Поэтому земля должна быть плодородная. Через какое время начнется плодоношение вот у этого дерева? Вообще, вот сорт Аленушка, бурятские сорта, вот Аленушка, сибирское золото, первенец Бурятии, подарок Баму, они скороплодные. Плодоношение может начаться на 2-й год после посадки. Даже так? На 2-й год, да. У нас в прошлом году очень много людей, кто посадили Аленушку. Ну, то есть вот кустик, я так понимаю, что он будет вот примерно вот таким вот, да? Если, ну, на следующий год, в смысле, вот 2 года вы говорите, и уже будет плодоносить. Ну, вот это же у вас 4-летка? Он у меня уже 2 года как бы растет здесь, а он поступил ко мне 2-леткой.
Это вот одну зиму у себя, вот там перезимовал в питомнике, и 3 зимы у меня уже. 1 в прикопе, и 2 у меня тут перезимовал. А он уже плодоносил? Он еще не плодоносил. И когда начнет? Вот я вам показала, у меня уже начинается. Да, цветовые почки он в прошлом году заложил. Вот я в прошлом году осенью хорошо их заметила, и вот сейчас, видите, они выходят потихонечку. Вот. То есть та вот почечка, которую вы внизу привили, они уже, вот эта почечка, уже стали появляться вот эти вот почечки, да, как бы гибридные. Так получается? Да, да. Ну, привила не я, это привили в питомнике. Я купила уже окультуренный саженец. Вот. Да, вот этот уже корень сибирка, а это уже сибирское золото. Вот будет яблоня. Ну, то есть на одном дереве, получается, 2 сорта яблок будет, да? Нет, 1 сорт. Тут только корень дикий. Тут только корень дикий. А остальное здесь подвой, это уже окультуренный сорт. Вот. Как интересно. Вот, друзья, ну это просто вот... Я даже не представляла, как растет яблоня, как за ней ухаживать. На зиму вы укрываете. Почва должна быть... Ну, а если закисленные почвы? Вот нужно раскислить. Любят яблони кислые почвы? Нет, яблоня нейтральную почву. Ну, как и многие любит. Растения, да. Ну, сейчас закисление... У нас есть лаборатория на Каландаршвили, она хорошо делает анализы, туда уносим образцы почвы, они дают сразу результат и дают рекомендации. Ну, я не делала, я примерно смотрела. Обычно у нас есть трава, которая индикатор, например, да, который показывает, что почва нормальная, нейтральная. А что это за трава? Ну, разные бывают, например. Ну, у меня в основном, видите, как бы пырей, все, да, он, в принципе, любит простую нейтральную почву, ну, такую, не слишком подкисленную. А если кислая почва, вот это хвощ растет, ну, вот такие растения. У меня такого нету. И по кислой почве, закисленной, заболоченной, сразу видно грунт. Она, как его, твердая такая бывает. У меня, когда хорошо окультуренная, хорошая, она такая мягкая у меня почва. Вот. И каждый раз вот все время, да, вот видите, у меня перегной. Перегной все время я подкармливаю. И осенью я ложу, и весной. Весной я пока еще не ложила. Накладываете. Было очень мокро. Вот самое основное, как говорится, удобрение, самое основное питание для яблони, это вот хороший перегной. Вот. Перегной должен быть, вот видите, вот так рассыпаться. Это хорошо перепревший. Вот. И должен пахнуть землей. Не каким-нибудь там, какие-нибудь, да, а вот именно тогда считается хорошим. Это самое хорошее органическое удобрение. Вот. Полив. Полив. Первый год поливаем очень хорошо, но не заливаем. Почва должна быть все время максимально влажная. Ну, не максимально, все время должна быть влажная. То есть раз в неделю или... Знаете, я вот не могу сказать, да, я обычно сама смотрю. Вот если земля суховата, суховатая, уже поливаем. Ну, у нас водопровод, поэтому проблем с водой нет. У меня тут стоит осциллограф, и я включаю, и он у меня как дождем работает. Вот, поэтому я его могу иногда часто, некоторые просто, ну вот шлангом не рекомендую, потому что она все размывает. Поэтому у меня просто дождь, я ставлю на минималку, он у меня как бы работает, и видите, как дождь падает потихонечку, медленно, мелкая дисперсия бывает. А некоторые, кто качает с озера, они просто шланг кидают. И шланг вот напитывает почву. Вот идет. Но первый год обязательно нужно поливать. Поливать ковшиком, поливать лейкой не рекомендую. Яблоня любит полив 3, 4, 5 ведер. За раз? Да. Ого. Вот. Первый год у нее растет корневая система. Корень растет только при хороших оптимальных условиях. А оптимальные условия – это есть влажность. Вот. То есть корни начинают работать. Но, конечно, не переливать. Залив для них тоже очень опасен. У меня на участке стоит дикая яблонька. Мы ее посадили. Вот в Усьмае есть яблони дикие. В лесу где-то выкопали и привезли с Усьмайского района. Так вот, это деревце у меня прибавляет в росте, но каждый год по 2 сантиметра. То есть, ну, соответственно, я и ухаживаю за ней совершенно, ну, практически нет ухода. То есть, чтобы сейчас ее как-то сподвигнуть на рост, я должна воспользоваться вашим советом. То есть
перегноем подкармливать и обильно поливать, да? Ну, я думаю, что, скорее всего, наверное, проблема в том, что у вас яблоня не растет. У яблони стержневой корень, вот такой. И когда вот вы выкапывали, вы, наверное, его нарушили, и когда привозили, он, может быть, скрутился. Вот. И он получился, вот когда в скрученном виде, он тормозит развитие. То есть ему очень тяжело? Вот. Да, ему очень тяжело. А что теперь делать? То есть никак не поправить ситуацию? Ну, если он маленького размера, я бы, например, выкопала все, пересмотрела и заново посадила бы, корни расправила бы и хорошо уже посадила. А любит яблоня затемненное место или это нужно выбрать именно, ну, у вас здесь вот солнечно, у вас нет ни деревьев, все достаточно открыто? Я сразу всем говорю всегда, все мы любим солнышко. Также и растения. Полутень чуть-чуть допускается, но солнце должно быть обязательно. Это главный фактор развития, хорошего развития растений. Солнце. Поэтому солнце, солнце и солнце. Скажите, пожалуйста, а вот в качестве эксперимента, допустим, вот у вас картофельное поле, наверняка у многих есть на садовом участке своем точно такое же картофельное поле. Можно ли по краям этого картофельного поля посадить яблоню, тут же рядышком вишенки, черемуху? Или это вообще что-то, такой компот невообразимый, невозможно, нельзя? Конечно, не рекомендовала, да, но так как видите, я экспериментирую, я уже повторюсь, скажу, я больше экспериментатор. Я пока вот для себя вот первые годы, пока я учусь, пока я изучаю, я хочу найти оптимальный сорт яблони, да, который бы у нас очень хорошо, без проблем рос. Поэтому я потом тут у меня будет сад уже, все, тут уже есть. На сегодняшний момент я тут немножко сажаю картошку, там у меня уже все посадки сделанные. Вот. А что там у вас растет? У меня было много грядок, я теперь их все убрала. Я там потихонечку каждый год, когда вот саженцы приходят, например, да, посмотреть, я их там экспериментирую, подсаживаю, корневую смотрю. То есть я выбираю те варианты, как может лучше укорениться саженец. Именно у нас в условиях нашей вечной мерзлоты, нашего резко континентального климата. Каким выводом вы пришли? Каким выводом я пришла? Я точно всем уже заявляю с прошлого года, то есть, что яблоням в Якутии расти и цвести. Вот. Здорово. С этого года я хочу уже, сказать открыто, у нас, которые уже опыт, которые получили результат от полукультурок, они хотят уже выращивать крупноплодные. В этом году у нас уже поступление идет крупноплодных яблонь. Это яблони вот такие, от 150 до 280-50 грамм. То есть вот этот плод, да? Плод уже большой будет. Это сорта западной селекции. Ну, знаете, вы составите конкуренцию нашим зеленщикам. Ну, не знаю. Не могу сказать. Будем надеяться, да, что... Какая конкуренция? В принципе, в ваших руках, дорогие друзья, создать у себя сад на своем участке. И у нас в Якутии, оказывается, сад можно создать. А давайте посмотрим, какие саженцы теперь. Это сливово-вишневый гибрид. Он уже в прошлом году у меня дал 2-3 яблочка. Это гибрид сливы уссурийской, да, японской, то есть, и вишни песчаной. Вот. Ага. Это у меня тоже яблоня жебровская, это ранетка, она очень хорошая. Я потом на последующий на нее буду прививать крупноплодную яблоню. Вот. Поэтому вот это вишни. Вишня очень хорошо. Песчаная вишня, черная, желтоплодная, прекрасно у нас растет, дает урожай на 2-й год после посадки. Ну и вот тут дальше вот идут у меня яблоньки все сделаны. Так как у меня тут немножко уплотненные, вот эти вишни потом потихоньку уйдут отсюда. Тут останется только яблони. То есть вы ее пересадите, да? Да, это я просто как бы пробую, будут они расти, как они будут расти, вот в этом отношении. Елена Кентьевна, значит, вы хотите разбить яблоневый сад, ну и разбавить немножко вишней, да? Ну, я хочу и персик, и абрикосы посадить, я хочу и груши посадить, я хочу и сливу посадить. Вот. Какие планы, да, планов громадье. Да, абрикосы в этом году я посажу, буду пробовать.
Вот. Слива, ну пока сливово-вишневый гибрид, пока я вот не определила, слива это большое очень дерево, оно мощные такие, надо ей как бы более-менее создать условия. Именно Вот. дерево, да? Да, это дерево. Вот. А, кстати, яблоня, она какого размера может достигнуть? Ну, при хороших, если мы ее формируем сланцем, да, поэтому мы когда вот сажаем, если вы сланцем крупноплодные, нужно тут расстояние между ними 3 метра. То есть они будут ветки большие же. Мешать будет друг Да. другу. А так, по идее, яблоня, вот это яблоня сибирское золото, оно в Бурятии растет до 10 метров. Вот это да. Но у нас наверняка вряд ли достигнет такого размера, да, 10 метров. Ну, нет, Или- конечно. Да. Нет, у нас нет. Потому что лето у нас короткое, вот не забываем, всего 3 месяца, и вот уже практически вот-вот май наступает, а посмотрите, какая у нас погода, и сегодня ветрено очень, вот мы стоим тут тепло одетые. Ага, ну, у нас лето для наших яблонь достаточно. Им хватает. Ранние сорта вызревают, все хорошо, и кора вызревает, все. У нас вся проблема это зима. Вот. Ну, вот поэтому мы и работаем, вот поэтому мы нашли единомышленников, бурятские питомники, я хочу вот их прямо поблагодарить. Питомник Тахойские саженцы Валентину Васильевну Додзанову, питомник Баргузинские саженцы Виктора Ивановича, Альбину Вячеславовну Пяткиных, да, которые вот именно прониклись вот этим, и они вот именно для якутян, для нас готовят саженцы. Вот именно, чтобы у нас был, они были высокой зимостойкость. То есть вот прививают на хороший, стараются для нас, нам советуют, какие лучше, какие будут расти, ну, чтобы потери не было. То есть вы постоянно на связи, консультируетесь, Да. да, а потом вот эти знания передаете своим единомышленникам. Да. И я думаю, что круг единомышленников у Елены Иннокентьевны будет все шириться. Друзья, присоединяемся. Я тоже вот в вашем кругу теперь садоводов, как те, кто хотят развить, посадить и вырастить яблоневый сад. Друзья, это здорово, давайте будем пробовать.